Эмиль Исманалиев – бизнесмен, занимается растениеводством. Он владелец крестьянского хозяйства в Чуйской области. Некоторое время назад решил расшириться, купил землю, планирует разводить крупный рогатый скот. На его предприятии, говорит мужчина, он работает сам, а также члены его семьи. Всему, что знает, научился у своих родителей, которые всю свою жизнь были заняты в сельском хозяйстве. Тем, что умеет сам, Эмиль Бишенович готов поделиться с подрастающим поколением. Мне нужен не специалист, а как бы помощники, студенты. Первый курс, например. Я как бы сам уже стал специалистом по всей сфере. Они как бы помогали и учились, наоборот, от меня. Много еще можно было в таком плане. И я, например, обеспечил их жильем, питанием и немножко денег. С таким предложением предприниматель пришел к участникам сегодняшнего круглого стола, посвященного профессиональному образованию. Это мероприятие объединило аппарат правительства, различные министерства, ведомства, бизнес-структуры, лицеи и колледжи. Организаторы говорят, такой диалог между работодателями и системой профобразования назрел уже очень давно. Нужно выстраивать диалог не только на национальном уровне. У нас на национальном уровне создан Национальный совет по развитию профессиональных навыков. У нас созданы отраслевые советы по отраслям экономики. Но нужно выходить и на региональный уровень, объединить интересы, собрать всех. Вот возьмем примерно район какой-нибудь, пригласить лицеи, колледжи, пригласить АИЛУК-МЭТУ, работодателей, переговорить с ними, сказать, какие у вас проблемы. Давайте вместе сделаем какой-то план, давайте вместе по нему будем двигаться для того, чтобы мы могли приблизить навыки выпускников к вашим требованиям. Во многих странах, говорят эксперты, созданы региональные советы. Его участниками являются учебные заведения, работодатели и местные власти. Именно там и решают, каких специалистов и в каком количестве необходимо выпускать год от года. В Кыргызстане же работники зачастую обучаются на предприятиях. Порой они даже не имеют диплома, да и не заинтересованы в этом. Не мудрено, что такое положение дел выгодно и работодателю, ведь он не заинтересован платить столько, сколько был бы вынужден платить дипломированному или сертифицированному специалисту. Если вы посмотрите на структуру занятых, например, в Чуйской области, вы увидите, что там больше половины занято в сельском хозяйстве. Но ни лицеи, ни колледжи не выпускают квалифицированных работников для сельского хозяйства. Откуда же взять ветеринаров, помощников ветеринаров, трактористов, машинистов, сельских электриков? Их просто не существует, если их не выпускают лицеи и колледжи, расположенные в Чуйской области. В свою очередь, у выпускников, которые оказываются невостребованными на рынке труда, отмечают эксперты, есть два выхода. Либо пополнить ряды трудовых мигрантов, либо переучиться. Как показывает практика, граждане в большинстве случаев выбирают первый вариант. Анастасия Соболева, Алтынбек Каныбекулу, НТС.